Дорогие друзья, у меня осталось так мало времени. Всего 15 минут. И трудно чем-то порадовать нас. Попытаюсь хотя бы сделать общую систематику того, что мы сегодня прослушали. Вы сегодня увидели, как важны внутренние органы. Вы сегодня увидели, как важно пахнет дыхание. И как важно диагностировать увеличить. Вы сегодня увидели, какие имеются нарушения в плечевом суставе. И как много факторов они влияют. Вы увидели, как прикус изменяет не только состояние мышц, но и вызывает сформирование сколиоза. Jūs matėte, kaip įtampa žandikaulių sąnary ne tik keičia sąkandį, bet ir formuoja skoliozę. И все, что вы увидели, реагирует на все эти нарушения мышцы. Ir viską, ką jūs matėte, į tai reaguoja raumenys. Ну как узнать, с чего начать? Bet kaip žinoti, nuo ko pradėti gydyti? Зубы вырывать. Dantis rauti. Или внутренние органы мобилизировать. Ar vidaus organus Или mobilizuoti. дыханием заниматься. Ar užsiminėti Или kvėpavimą. тазом заниматься, а может быть черепом. Ar dubenį gydyti, ar kaukolę tvarkyti. Потому что все эти нарушения всех этих структур будут отражаться на тонусе мышц. Nes visų šių struktūrų pažeidimai atsispindės raumenų А tonuse. значит, одни мышцы будут укорачиваться, другие будут расслабляться. Vieni raumenys dėl to sutrumpės, kiti dėl to išsitęs. Поэтому, пожалуйста, запишите Todėl būtent geriau užsirašykite savo алгоритм кинезиологической диагностики. algoritmą taikomosios kineziologijos sistemoje. Diagnostika. Потому что любая наука должна быть определенной системой знаний. Nes kiekvienas mokslas yra tam tikra žinių sistema. Первое. Ir Это самое важное. pats svarbiausia. Поиск наиболее слабого звена в мышечно-скелетной системе. Silpniausios grandies radimas skeleto raumenų sistemoje. Для этого человеческое тело ставится в такое положение, когда включаются все мышцы. Dėl to žmogus statomas į tokią padėtį, kurioje įsijungia visi raumenys. И тогда можно найти ту мышцу, которая в движении не включилась. Ir tada reikia rasti raumenį, kuris į judėjimą, į darbą neįsijungia. Кто не пишет? Kas nerašo? Ateina į priekį. Что-нибудь болит? Klausia, ar ką nors skauda. А что вообще болит? Шея, поясница. Где голова болит? Когда? Moteris galvo, kad šiandien neskauda nieko, bet šiaip dažnai skauda galvą. Klausiu tiksliai. Ко мне пришла молодая красавица. Говорит, что он умирает от головной боли. Ir sako, kad miršta nuo galvos skausmo. Она не может работать. Ji negali dirbti dėl to galvos skausmo. Да, скачет. Она не может работать, у нее постоянно голова. Где болит голова? Когда вы сидите, как вы работаете? Вы сидите, Galvas skauda что вы skaudinius делаете? ir viršūnė. Что-то еще болит? Klausia, ar dar ką nors prie to skauda? Sako, ne, bet čia kaip ne tik klubo neleidžia. А может быть, сустав еще болит? Только поясница. Я не буду ее общупывать, потому что я думаю, что мне надо забить сустав, регулярно здесь не может. Вы можете что-то говорить? Могу. И череп какой-то симметричный вообще. И голова болит, и плечо болит, и спина отваливается, и колено прихватывает, и нога прищемывает. Для вас важно знать, с чего необходимо Ir начать. matote, kad ir dėl vaklymai stovi ir pečiai nevienam lygiai, ir kelias vienas krenta iš šono, ir klubas kažkodėl neklauso. Jums juk svarbu žinoti, nuo ko pradėti gydyti visą šitą griūnančią sistemą. И нога пришкапывает меня. Ir dar pėda šlepsi kartais, krenta šlepelis. Надо понять, с чего начать. Reikia žinoti, Откуда nuo ko идет pradėti. источник? Kas yra pirminis šaltinis? Я ставлю пациенту одна нога впереди, ножку согнуть, нога сзади. Prašoma žengti koją priekį ir sulenkti kelią sąnarį. Далее, я знаю, что когда человек совершает движение в таком положении, то у него руки идут в такую позицию. Formuojamas žingsnis koja ir rankų judesys žingsnių metu. Если нужно, как Rėmelis yra. Taip turėtų atrodyti normalus judesys. Tikrinu,
Na, tikrai jos kūne vyksta žingsnis. В этом должен быть сниженный тонус. А здесь нормальный тонус. Kairė ranka turėtų būti stipri, bet yra silpna. Это означает, что моя пациентка O dešinė turėtų būti silpna, bet yra stipri. Ir tai reiškia, kad jinai eina ne viena ranka kita koja, bet tos pačios pusės ranka ir koja viena, o to kitas žingsnis. Tai nėra teisingas žingsnis. Taip, aišku, tai nėra sveika. Įžūliai atrodo. Gali susilaukti nemalonumų. Я хочу, чтобы вы меня услышали. Есть какое-то нарушение, какая-то дезорганизация нервной системы. Kadangi žingsnį formuoja nervų sistema, o žingsnis nėra normalus, reiškia, nervų sistema jau yra kažkokia disfunkcija. Что любой лечебный импульс она будет воспринимать извращенно. Ir tai reiškia, kad bet kurį gydomąjį poveikį reaguos iškreiptai. Давайте Kiekvienas она kitas правильно žingsnis, воспринимает свой шаг. kairė koja. Смотрим здесь. Tikrinama dešinė ranka, stipri. Kairė, silpna. А вот этой ногой, ножку согнуть, что-то в организме нарушено. Prieš tai matytas žingsnis buvo teisingas. Taip ir И turėtų būti. поэтому у нее есть и Teisingai, dešinė ne. и такая болезненность. Или нет? Ну скажите что-нибудь. Ай-яй-яй. Еще раз. Ramunė, pamatysite, jei to mažiau. Я хочу Pavaduos. А что будет с ней, когда настанет паттерн шага? Какая-то нога вам нарушена. Tikrinama statika ir tikrinama žingsnė. Так, так. Пространка, плечи. Хорошо. А как здесь? Почти. А вставайте O еще dabar раз. skauda gerokai mažiau. Да. Ta pati vieta. Лучше сказать ай-яй-яй. Как это становится так? Kai tik atsistoja kairė koja priekį, neskauda. Я вижу, хорошо думаю, но она пришла ко мне с головной болью. Вы помните? Randam tokią situaciją, bet prisimenam, kad atėjo tai dėl galvos skausmo. Reikia padėti žmogui. Ай-яй-яй. Становитесь ножкой. Ай-яй-яй. Становитесь ножкой. Ай-яй-яй. Stovi tiesiai skauda, čiuopia atstatyti. Какой интересный боль Kairė koja priekį, neskauda. Что предпочитаете в это время суток? Kaip galvojate, kuo dabar reikėtų gydyti? Оно не поможет. Теперь начинаю искать причину. Pradedam ieškoti priežasties. Да, другую ножку. Randamas silpnas raumuo. Я нашла нарушение паттерна движения. Я думаю, может быть, это связано с нижней челюстью. Я открываю. Pradedam galvoti, gal tai susijęs su žandikauliu, prašom išsinuoti. Размыкаю зубки и смотрю, что-то изменится. Tikrinam. Это что, изменится, что ли? Так быстро, я так быстро нашла. Хорошо. Negi taip greitai rasta priežastis. Стойки. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Открывайте рот посильнее. Ай-яй-яй. Закрывайте рот. Ir tikrinam, ar tikrai priežastis rasta. Открывайте рот. Užtenka išsižiūrėti. Galvos nesvaigti. Ну, у пациентки еще была боль головная, вы помните? Закройте посильнее. Ай-яй-яй. Открывайте рот посильнее. Ай-яй-яй. А что-то так скрипело страшно при открытии рта. Она говорит, а уже с детства Išsižiūrėjant, я kaip buvo vykdomas страшно при открытии рта происходит. traškesys ir prisimenant. Taip, iš vaikystės man išsižiūrėjant trašką. Я бы никогда не нашла, что проблема в височно-челюстном суставе, если не продиагностировала. Ir profesorė niekada nesugalvotų galvos skausmo gydyti nuo žandikaulio sąnario, jeigu neišdiagnozuotų visos raumenų sistemos. Ай-яй-яй. Ir reakcijos į skirtingas pareigas. Ай-яй-яй. Или нет? Я хочу узнать, может быть, проблема в шейном отделе? Я наклоняю Kyla klausimas, kodėl vis dėlto kalta Нужно ли мне что-то с шейным отделом делать? palenkus kaklą šoną, išlieka silpnumas rankoje, į kitą pusę Как? Раз шея у вас silpnumas болит? rankoje. Шея болит. Но от того, что я двигаю на шее, ничего не меняет. Значит, шею трогать Kaklo что? čiupinėjant kaklas skausmingas, bet kaklo pavyzdžiui keičiant, tai nekeičia kūno. Открыли рот?
Сильно открыть? Да. Как больше? Меньше. Įsivaizduoju, sako, kad mes mažiau skausmingas. С очень-очень суставом. Reiškia, kad kaktinės problemos būtų susijęs su А žandikaulio может какая-то sąnariu. проблема в поясничном отделе позвоночника? Наклоняйтесь в ту сторону. Tikrinama, jeigu ne kaktinės sritis, galbūt asmeninė. Pasirinkusi vieną pusę ir kitą pusę. Я меняю, Диделя снимаю скорпионера. башмачки, снимайте башмачки. И так я могу разные регионы Keičiama пройти, pėdos спину. raumenų veikla, prašoma nusiauti batus, atsistoti basomis, Еще раз так встать. dar kartą į dešinę žingsnį, На меня стопы встать. Я сейчас поднимаюсь чуть повыше. Не бойтесь. nuo batų profesorė kelia pėdos Я kampą. поднимаюсь вот с такой, смотрю. А нужны ли истерички? Помогут ли ей? Потому что у нее еще и боли в ногах есть, я об этом вам Rankos сказала. skonus ar galvoja savo mintyse, gal jai reikėtų ortopedinės sąvarės. Что надо сделать? Кто скажет? Спрашивайте. Klausimas, ką jinai ką tik padarė, kai profesorė čiupinėjo pakėlinę ranką. Шире. Вот. Закрыли? Зубки жали? Да. Да. Skausmo intensyvumas čiuopiant tą patį raumenį išsižiojus ir sučiaupus gerokai skiriasi. Это случайный вариант, что это проблема в очень-чистом суставе. Это могла быть другая проблема. Но тогда бы я нашла в паттерне ходьбы еще раз так. Ir tai yra šios tyriamosios individuali situacija. Taip sutapo, kad štai yra žandikaulio sąnario problema, dėl to skauda galva. Это может быть поясничный отдел позвоночника. Bet pasikeitę žingsnis gali būti ir dėl kaktinės dalies, ir dėl asmeninės, ir dėl tubens. Ну, то слабое звено, которое вы найдете, будет делать две варианты. Восстанавливать паттерн ходьбы Ir kai jūs rasite teisingai и снижать pirminį silpną segmentą, jūs matysite, kad žingsnis Вот padirbimas для вас только сильно pastimuliavus atžeisi fiziologinę normą. Tokiu būdu žemosios gulis regionas yra kūne kalčiausias už disfunkciją. Таким образом, мы практически сканируем человеческое тело. Tokiu būdu galite skanuoti, pertikrinti visą Теперь мы žmogaus чувствуем, kūną. а что произошло в нижнечелюстном суставе? Почему такая молодая красавица страдает? O jau radus priežastį, profesorė įdomu, iš kur dabar tokia Первое, что problema. мы должны обратить внимание на состояние Žandikaulio мышечной сферы. sąnario. Вы помните, жевательная мускулатура с правой и с левой стороны есть? Все могут так лучше поставить? Ir vėl galvojame apie raumenyną. Давайте узнаем, как ваш Prisimenat, kad yra kramtomieji raumenys. Apsičiuotas Но kramtomosios с одной стороны raumenys. мышцы резко напряжены, ай-яй-яй. Išsižiokite ir kiekvieną savo prasičiuokite kairė ir dešinė. Открыли свой ротик и посмотрели, у вас одинаково мышцы включаются? Patikrinkite, ar vienoje ar kitoje pusėje tie raumenys yra vienodai įsitempę ir ar vienodai jautrus arba nejautrus stipresniam čiupimui. У кого есть асимметрия, поднимите руки. Pas ką yra simetrija? Pakelkite 1, rankas. 2, 3, 4, 5. Очень хорошо. Это означает, что при каждом открытии и закрытии рта с одной стороны мышцы Tokiems живота žmonėms reiškia, kad kiekvieną kartą išsižiojant ir sučiaupiant vyksta pokyčiai visam organizme. И поэтому возникает асимметрия со стороны жевательной мускулатуры. И поэтому нарушается прямость. Ir dėl to keičiasi sąkandis, dėl to keičiasi kaulų padėtis ir viso kūno funkcija. А к этому суставу приходит миофасциальный цепь со O скулатурой. prie žandikaulio sąnario baigiasi visos kūno miofasinės grandinės. Поэтому возникает нестабильность всего тела. Dėl to formuojasi viso kūno nestabilumas. И со стороны миофасциальной цепи болит ребро, Ir toj pusėje skaudės ir šonkauliai, да, болит тазобедренный сустав, klubo sąnarys, болит внутрь поверхность бедра, ir kelias болит sąnarys, со стороны тазобедренного сустава. ir blauzda. Поэтому у пациента проблемы по всей половине тела, а вы находитесь на нарушении со стороны источника. Pacientas skundžiasi visos kūno pusės įvairiais negalavimais, o jūs randate priežastį, tai yra žandikaulio sąnarys. Ar galima tokiam žmogui Можно делать padėti? самую элементарную гимнастику. Galima daryti paprastą Поставить gimnastiką. пальчик на руки. Išsižioti, Так, uždėti rankas ant dantų, antrą ranką теперь вдохнуть. aplenkti kaktą, įkvėpti stipriai, stipriai išsižioti, ranką prilaikant dantis, iškvepiant užsičiaupti. Įkvepiant stipriai išsižioti ir rankomis paspausti, iškvepiant užsičiaupti.
на ложку и выдох. Сильно, Kai сильно. išsižiojate, ranka dar pastumė, čia nieko nesižiūrė. Jau papildomą būdą. Открывай рот. Ir vėl išsižiūrė, prasičiuoja kairę ir dešinę pusę. Нет, другой. Profesorė tikrina situaciją. Забыла, хорошо. Не надо ничего открывать уже. Теперь смотри боль. Как больно здесь? Čiupinėjamos prieš tai jautrios sritis ir jei neišspaudžiamas. Ne, neskauda. Как больно здесь? Atkakliai neskauda. Когда вы находите правильную локализацию проблемной зоны, болевые синдромы исчезают во многих Kai jūs teisingai randate pirminę pažeidimo zoną ir ją teisingai pagydote, daugybė kitų skausminių sindromų išsisprendžia savaime. Мы специально из такой дали приехали для вас, чтобы вы услышали и поняли, что есть другая медицина. Ir profesorė iš taip toli specialiai tam ir važiavo, kad jūs suprastumėt, kad yra ir kitokia medicinos Есть žinių sistema. другая кинезитерапия, Yra kitokia kineziterapija, которая начинается с кинезиологической диагностики. kuri prasideda nuo diagnostikos taikomosios kineziologijos Нет metodais. диагностики, лечение очень опасно. Jeigu nėra teisingos diagnostikos, tai gydymas tampa labai pavojingas. Это как пистолет в руках обезьяны. Tai yra kaip pistoletas beždžionės letena. Неизвестно, куда стрельнуть. Neaišku, kur iššaus. Обязательно перепроверьте. Если вы нашли структуру, которая имеет важное значение для человеческого тела, Jei radote struktūrą, kuri yra labai svarbi visam kūnui, исчезнет боль, которую мы нашли в зонах нарушения, tai išnyks skausmas visose pažįstose srityse. И восстановится Ir папочка. atsistatys normali eisena. То есть противоположная рука будет статичная, Reiškia, а дайнеты будет гипотоничная. formuoja žingsnį, bus tikrai viena ranka, kita koja, tonusas bus geras tikrai. И хотя на поверхности жалобы на голову, Ir silpnas šalosios kojos. 6 раз. Ir teisingam žingsniui. И хотя ты что-то мне жалобами, на головные Прежде боли, всего, на боль господи, шеи, господи, на боль поясничного малое, отделения, на заведенном суставе, в коленном суставе, Spręsis skausmai. благодаря провокации нашла причину и нарушения. Tik dėka to, kad jūs teisingai būsit nustatę pirminę pažeidimo zoną. Ir teisingai ją Это išgydėte. не значит, что вы сейчас ее вылечили. Tai nereiškia, kad mes dabar išgydėme tyrimą. Это тот регион, который ответственен за нарушение более глубинных состояний Tai организма. tik reiškia, kad radome teisingai zoną, kuri atsakinga už gilesnius kitų zonų pažeidimus ir skausmus. Ir aš norėčiau, kad jūs suprastumėte, kaip tai vyko. Или высокий челюстной сустав, или деформация черепа, или спазм мышц эмоционального организма. Priežastimi gali būti ir paties sąnario pakitimai, ir emociniai spazmai, ir pavienės priežastys. Reikėtų gilintis toliau ir gydyti jau pagal susidariusią bendrą vaizdą. Поэтому пока вы молоды, учитесь. Todėl, kol jauni, mokykitės. Это самое лучшее вложение в мире. Tai yra geriausia investicija. Savo laiko ir savo pinigų. Для вас будет всегда интересная работа, Jums tada jūsų darbas bus visada всегда įdomus. успешно в своей деятельности. Ir jūs būsite sėkmingi karjeroje. Спасибо большое. Їдете ранком.